Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Выездное совещание оперативного штаба по лесным пожарам прошло в Горном Улусе. Сколько очагов тушат в Якутии? В Хангаласский район доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт». Чем она отличается от «Спутника Ви»? Всемирный день борьбы с гепатитом отмечают сегодня. Врачи назвали наиболее эффективный способ профилактики этой болезни. Мать и ребенок погибли при пожаре в селе Хатасы Намского Улуса. Тела 37-летней женщины и ее 4-летней дочери обнаружены после тушения пожара в частном доме. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты необходимые предметы и вещества, которые имеют значение для установления причин произошедшего. В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс экспертных исследований, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. На реке Индигирке у гидропоста Усть-Мома продолжается повышение уровня воды. Сегодня вода достигла отметку 589, при опасном 600 сантиметров. В ближайшие 3 суток ожидаются небольшие дожди. Рост уровня воды продолжится и может превысить опасную отметку на 20 сантиметров. Возможное подтопление участков, расположенных в низине населенного пункта. В зону затопления на реке Индигирке попадает село Бор-Сысы. Это 14 дворовых территорий, в которых проживает 40 человек. Установлено круглосуточное дежурство, подготовлены пункты временного размещения. Ситуация находится на контроле администрации Момского района. Выездное совещание оперативного штаба по лесным пожарам прошло в Горном Улусе. Делегация во главе с Айсаном Николаевым встретилась с добровольцами и лесопожарными, с которыми обсудили промежуточные итоги и дальнейшую стратегию борьбы с огнем. Встреча прошла на участке между селами Кирелях и Биескюэль, где в данный момент продолжается работа по тушению огня. По последним данным, на территории Горного Улуса борьбу с огнем ведут более 350 человек. Населенным пунктам угрозы нет. Локализовать оставшиеся крупные возгорания планируют в течение 10 дней. Конечно, сегодня самая сложная ситуация по Горному Улусу. Здесь в районе Асымы, Биескюэль, Кирелях. Дожди здесь прошли, вместе с тем, так как здесь большая площадь пожаров была, и дожди не были такие интенсивные, как в других местах. Ну и то, что сразу начались потом сильные ветра, жаркая погода, пожары здесь опять начинают разгораться. Сегодня мы большую работу проводим по тому, чтобы все-таки в районе Асымы, в районе Кюреляха пожары окончательно локализовать и начать их ликвидировать. Здесь тоже есть уже позитивная динамика. Прошедшие выходные дожди помогли нам. Безусловно, при той массированной, скажем так, атаке на пожары в районе Магараса и при поддержке искусственно вызванных осадков нам удалось большие пожары там локализовать. В районе Магараса ситуация сегодня абсолютно стабильная. А всего в Якутии действует 126 лесных пожаров на общей площади более 1 миллиона гектаров. Тушат 48 очагов. За прошедшие сутки локализовано 12 возгораний, ликвидировано 11 на общей площади 55 тысяч гектаров. Обнаружено 2 новых очага. Между тем продолжает работать авиация Министерства обороны в Нюрбинском, Верхневилюйском, Ленском, Алекминском, Хангаласском и Усть-Алданском районах. В настоящее время на особом контроле находятся природные пожары в районе 4 населенных пунктов. Это в горном районе у поселков Эрт и Кюрелях, также Кобяйского района поселка Сити и Верхневилюйского района в поселке Такаракы. Боинг 737 авиакомпании «Якутия», летевший из Москвы в Крым, накануне произвел экстренную посадку в аэропорту Симферополя. На лайнере произошла нештатная ситуация, в двигателе начались вибрации. На борту находились 165 пассажиров и 7 членов экипажа. Пилоты посадили воздушное судно благополучно, никто не пострадал.
Посадка 16 часов 58 минут благополучно. На борту находились 165 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших не имеется, воздушное судно не повреждено. Авиационное событие расследуется комиссией Южного межрегионального территориального управления Росавиации, по результатам чего Якутской транспортной прокуратурой будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас к эпидобстановке в связи с ростом количества заболевших власти региона рассматривают возможность возврата ограничительных мер по коронавирусу. Так, 122 новых заражения коронавирусом выявили в Якутии за сутки, из них 65 в Якутске. В Алданском районе 8 случаев, в Сунтарском 6, в Мирнинском и Хангаласском районах по 5 заражений, в Татинском и Чурапчинском по 4, еще в 15 районах зафиксированы от 1 до 3 заболевших. В настоящий момент для граждан республики продолжается вакцинация, как и по всей стране. Для граждан республики доступны 3 вида вакцины. Это Эпивак, это, соответственно, вакцина, которая производства Вектора, и, соответственно, у нас поступил Спутник Лайт. Необходимо обратить внимание, что Спутник Лайт сейчас есть в доступе только в поликлиниках города Якутска. При поступлении будет направлен он в том числе и в районы республики. Относительно Спутника Лайт обращаю ваше внимание на то, что он может быть использован гражданами как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации. В Хангаласский улус тем временем доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт». От «Спутника Ви» она отличается тем, что является однокомпонентной. Эффективность вакцины составляет почти 80% с 28-го дня после получения прививки. Как отметил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, «Спутник Лайт» предназначен для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее вакцинированных. При этом отмечается, что вакцина разрешена к использованию только людям в возрасте до 60 лет. Мы получили 200 доз и сейчас намерены их распределить в Покровск, Махсагаллох. Они пойдут на переболевших. Мы уже посчитали, где-то 42 человека у нас пойдут на вакцинацию именно этим спутником Лайт, те, которые переболели ковидом, и ревакцинация те, кто вакцинировался более 6 месяцев, срок прошел. Например, у меня в январе я ставил вакцину, 6 месяцев прошло, и я хочу себе тоже поставить Спутник Лайт, чтобы продлить, пролонгировать свой иммунитет. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечают сегодня. Праздник учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения и отмечается ежегодно 28 июля с целью повышения осведомленности о проблеме вирусного гепатита. В этом году Всемирный день проходит под девизом «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать». По оценке ВОЗ, в мире насчитывается 354 миллиона человек, живущих с хроническими вирусными гепатитами Б и С. Ежегодно от заболевания и связанных с ним осложнений умирает около 1,5 миллиона человек. Врачи предупреждают, наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и Б является вакцинация. Профилактикой вирусного гепатита Б является вакцинация. Она в Российской Федерации обязательная, то есть проводится бесплатно и делается в первый день рождения ребенка, заканчивается в 6 месяцев. То есть 3-кратное введение вакцины заканчивается в 6 месяцев. И благодаря этой вакцине у нас в России, в частности в нашей республике, очень хорошо снизилась заболеваемость этим гепатитом. Якутия закупит сено из других регионов Дальнего Востока. Напомним, из-за сильной засухи ожидается, что план по заготовке корма будет выполнен лишь на 80%. Так, в этом году аграрии региона заготовят свыше 360 тысяч тонн сена вместо запланированных 450 тысяч тонн. В кормозаготовительной кампании участвуют почти 25 тысяч человек и порядка 10 тысяч тракторов различной модификации. На сегодня скошено около 80 тысяч гектаров сенокосных угодий, заготовлено 50 тысяч тонн сена, рассказали в министерстве. Ожидают значительный недобор заготовки сена в 11 районах республики. Сегодня в мире появляется все больше альтернативных видов транспорта. Люди в большей массе открыты к инновациям. Кроме того, иногда просто невозможно отрицать появляющиеся преимущества у новых средств передвижения. Особое внимание стоит обратить на электросамокат. О транспорте будущего подробнее в материале Надежды Саханской.
Электросамокаты обретают все большую популярность во многих странах мира, в том числе и в России. Они дешевле, чем такси, не требуют особых физических усилий, в отличие от велосипеда, и намного удобнее общественного транспорта. Электросамокат – полноценное транспортное средство, и оно отлично подходит для городских условий. Владельцы такого средства передвижения нередко отмечают значительную экономию времени, так как с электросамокатом добраться в пункт назначения можно гораздо быстрее. До работы добираться туда и обратно это намного быстрее и удобнее, чтобы на остановке не ждать автобус. Это намного удобнее на самом деле. Электросамокаты отличаются простотой и в части эксплуатации. Передвигаться на нем можно сразу после приобретения. Спрос на такое транспортное средство стабильно растет. Вот такой легкий и маневренный покупают обычно детям, так как вес у них максимальный 11 килограмм, но все равно на них можно кататься и взрослые. Оно выдерживает до 120 килограммов. Есть несколько скоростей, 3 скорости. Первая скорость разгоняется максимум до 10, это самая безопасная скорость. А максимальная это 30 километров. 30 километров можно проехать. На одном заряде без подзарядки катаются, если вот без остановки 2-3 часа, это где-то 30 километров. Видео аварий страшнее фильмов ужасов. Водители электросамокатов потеряны в правовом поле, пока они находятся в одной категории с пешеходами, несмотря на скорость почти как у автомобилей. Поэтому их и планируют причислить к транспортным средствам. А пока неудобства доставляются и пешеходам, и водителям. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют вставать за руль электросамоката только с 16 лет. Напомнить родителям о том, что, допустим, даже если они покупают данное транспортное средство, и чтобы они не забывали о том, что, опять же, согласно правилам дорожного движения, как я сказал, то, что у водителя данного средства индивидуальной мобильности должно быть категория М. Специалисты по продаже таких транспортных средств рекомендуют вместе с электросамокатом приобретать еще и специальную защиту. Детям я бы порекомендовал надевать защиту, наколенники, нарукавники и шлем обязательно. Тем временем пешеходы на колесах сетуют на отсутствие специализированных дорожек для передвижения. Состояние тротуаров и дорог, конечно, оставляет желать лучше. Есть такое. Такое портативное и экологичное решение продумано все же не до конца. Пока законы и правила не установлены, владельцам прогрессивного транспорта стоит заранее позаботиться о светоотражающих элементах на одежде, защитном шлеме и осторожном поведении на дорогах, как, в общем-то, и остальным участникам дорожного движения. И тогда будущее наступит уже сегодня. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.